Когда-то здесь проходила граница между Европой и Азией. На этом месте стоял самый северный город античной цивилизации. 5000 лет назад здесь уживались греки, римляне и варвары. Танаис – самый древний музей-заповедник России. Танаис – древнегреческое название реки Дон. Отсюда и название города, единственного крупного эллинского поселения на этой реке. Возникновение Танаиса относится к III веку до нашей эры. Это был торговый город, который, по предположениям ученых, населяли 5000 человек. Основными занятиями танаитов были ремесла, земледелие и скотоводство. Как они возделывали пшеницу, с помощью чего ловили рыбу и чем защищались от врага, обо всем этом можно узнать из экспозиции музея Танаиса. Первые штыки лопат пронзили эти земли в 1955 году. Тогда здесь был найден античный город, поиски которого велись в России с начала XIX века. За 6 лет раскопок было найдено достаточно предметов, чтобы открыть первую музейную экспозицию. В разное время раскопки вели археологи из России, Польши и Германии. Специалисты говорят, что сейчас вскрыта только 10-я часть города, и работы здесь хватит еще лет на 300 вперед. На сегодняшний день собрано около 140 тысяч предметов древности, некоторые из которых хранятся под открытым небом. За свою многолетнюю историю Танаис трижды полностью уничтожался. Красные камни свидетельствуют о большом пожаре, а в одном из подвалов были найдены останки танаитов. Но жители так и не смогли спасти город. В V веке они навсегда покинули это место, оставив нам уникальный музей под открытым небом. Вот здесь статуэтка. Ну, судя по чашке, второе тысячелетие нашей эры, может, начало 3-го.